помещении. У меня телефон замерз. Я ходил, бегал там, замерз, теперь отставил 40% заряда. Ох, пока в автобусе ехал, такое счастье привалило. Я забылся там, ходил по улице, по телефону-то у меня без утепления, и он вырубился просто-напросто. Вот продолжаю. Давайте погуляем с вами, такие новогодние походилки у нас. Карри, обувь всякая. Посмотрим, что продают, по каким ценам. Была смотрит, скидки 70%. Надеюсь, качество здесь будет нормальное. Скидки 30%. Ой, туфли. Зачем нам сейчас туфли? Нам надо что-то потеплее. Значит, одна пара бесплатная. Не надо много, тут красовать. Это... Мне сейчас, конечно, не подойдут. Что-то потеплее надо. Надеюсь, что качество более-менее. Тут, конечно, у них фишка в этом каре. Если ты две покупаешь пары, третья бесплатно идет. Ну, это, конечно, все вот такое демисезонье все. Демисезонье. Замерзнут ноги, если долго ходить. Хотя вот это вот что-то тут типа мех какой-то непонятный. Это вот так вот добежать до куда-то. Быстро. Валенки, интересно, здесь есть? Торгуют в каре валенками? А у вас это типа валенок таких нет обуви такой? Не торгуете, да? Чтоб вот сейчас. А вон ты что-нибудь такого плана? Нет, у вас только такая осенняя, да? Только у женском есть. А, да? Ну, эти, А уги что? Это что за такое? Сколько? Это вот такая сумочка. 100 рублей. А такая сколько стоит? 2700. Слушайте, тут какая-то музыка играет. Меня уже могут забанить, да? Короче, здесь обувь не в тему. Все сумки он продают. Варежки. Ну это все легкое такое. Вот это что за название для нашего холода? Так. Очень. Сумки, обувь, ремни есть. Ремешки. Вот ремешки. 1+1 равно 3. Купи 2 ремня, третий в подарок. Ну, сколько он стоит? Третий в подарок. 199 рублей. Ну, в принципе, нормально, да? 200 рублей получается, да? А тут подороже, 350 рублей. Куда ехать? Сюда ехать, ремень. Не знаю. Вот что-то тоже теплые серии. Это мужские, да? 5000 стоят такие. Такая обувка. Сали. У них как не зайдешь, все время сали. Это, видать, такая замануха. А тут женская. Видать, такая замануха, чтобы покупали. Типа скидка. Так, и что тут еще хорошего есть? Ой, что такое за штучки? Коробочки какие-то.
Под чего-то. Телефон ложить, что ли? Для чего это? Карри Спорт. Где-то телефон, да? Сюда ложить. Вот стельки продаются. Стельки разные. Вот есть войлочные стельки. Зимние, натуральная шерсть. Да. Ну, вот, чтобы нога не мерзла, стельки берете войлочные и ходите спокойно. Так, какие-то погребушки. Погребушки, это кто? Русалочий хвост. Да. Оригинально. Перчатки. Это сейчас вот в таких перчатках, конечно, анекдот ходить. Если рука замерзнет моментально. Моментально. Так, тут какие-то штуковины. Так, а это что? Бумажники женские. Вот мужские есть. Вот, куда такой толстый? Ё-моё. Все подряд. Салия. Тоже салия у них. Почему он такой толстый? Сколько здесь ячеек? Ну, вроде бы обычный. Раз, два, три больших отсека. И тут все вот так вот классически. Вот этих вот может чуть больше. Ага, раз, два перекидных. Вот тут эти. Поэтому он толще. 600 рублей. По-моему, нужно дешевле купить. Надо однозначно. Ой, это даже наушники продают. Наушники. Большие даже есть. Беспроводные. Какие-то они маленькие. Да. И игрушки. Такой набор. Ну, тут пластмасса 400 рублей за пластмассовые такие вот игрушки. Игрушки. Серебра. Изделия. Скидки до 99%. За бонусы спасибо. Цепочки. Какие-то недорогие. 4000 цепочка. Крестики тоже дорогие. Серебряные. Вот что они такие дорогие-то? Крестик 2500. Наврали, как всегда. Да, сейчас такой бизнес, что надо, чтобы купили, заманить людей каким-то образом. Как-то их обмануть, чтобы они клюнули на эту приманку. А по идее цена-то она как была, так и есть. То есть они, по сути дела, искусственно цену завышают в 2 раза. И пишут, типа, скидка. И ну, там классика такая, ну, всю жизнь. Таким образом. Ничего нового не придумали. Типичный обман. Чего подкупить? Больше-меньше магазин. Это что такое? Интересно, что это такое? Вот, лужайкина. Парочку. Что такое? Поманный. 28 рублей. Ну, да? Ой, макароны. Сушки не пойдут. Сушки не пойдут. Так, что тут еще хорошо-то есть? Почем отрава для народа?
такой, надо, говорят, утром пить, но без газа. Минералку. Где без газа взять минералку? Где без газа минералку? У нас она только газированная, конечно. Так, вот. Срала. Кока-кола, 2 литра, американская гадость. Вот смотрите, какими партиями сумасшедшими ее завозят. Кока-кола. 130 рублей двухлитровая бутыль. Угу. Скидочка типа. А если подешевела, была же 180. Да. Подарки есть. Подарки с собакой. Всякие киндер сюрприз. Киндер сюрприз. Чипсы. Тоже отрава. Ну, попкорн зато есть недорогой. Попкорн взять. Со вкусом соли микроволновки. И со вкусом соли такой. А что, сладкого ничего нету, что ли? Голубые пошли взять. 90 мандарин. Он уже, наверное, засох. Точно он старый какой-то. Мандарин. Перемятый весь. Сколько такой пакетик стоит? 177 рублей. Такое ощущение, что он лежал уже у них долго-долго, и они решили цену скинуть. Хотя там 66, 186. Что, в принципе, или подождать еще до Нового года. Хотя, в принципе, витаминчика надо кушать. Они чьи, кстати, мандарины. Карагозлер. Это Карагозлер. Не знаю, что это Карагозлер. Апельсин 127 рублей. А что такое дешевый? Я лучше апельсины возьму, чем мандарины. Апельсины, они, по-моему, больше витаминов С содержат. Так, а что у нас? Лучок. 97 рублей килограмм. Дуреть. Дороже картошки стал. Это картошка. 90 рублей килограмм. Свежий. Что такое дорогой-то? Дуреть. Сейчас, видать, это цены повысили. Цены 220 рублей за 100 килограмм. Вот такая покупка картошки. Ничего себе, лук уже 100 рублей килограмм лук. Капуста сколько? Капуста 105 рублей. Вот, такие кочаны еще большие. Это капуста качан 473 рубля. 500 рублей качан капусты. Да лучше всего пошли. Уже огурцы тут качан. Хотя я огурцы не ем, а огурцы дешевле, 250 рублей. Чай. Это у нас это самое яйцо куриное 140. 140 рублей яйцо куриное. Обалдеть. Новосибирский еще вроде. Так, что виноград. Виноград купить, что ли? 150 рублей кило. Наверное, куплю винограда. Он какой-то уже такое ощущение, что ему не свежий. Кишмиш зеленый. 116. Ну ладно, возьму. Надо витамин кушать. А что, лимоны? 150 рублей кило. Куда их столько? Вот они по завышенным ценам продают, потом оно гниет, все лежит и обценяют.
гниет, а потом продают, пытаются. Цену задерут в 3 раза, в 2 раза. Что люди миллионеры, что ли, у нас думают. Ну и, соответственно, оно лежит, продукт скоропортящийся, портится быстро. Я, кстати, купил селедку по цене 65 рублей за килограмм. И засолил, очень вкусная. Так, вот это вот зараза. Рамен кимчи корейская. Но она вообще есть невозможно. Там перца напихано. Это просто трэш какой-то. Вот это лучше ролтон брать. Ролтон. Наш любимый. Seafood пати. Сколько такая стоит? 84 рубля. Дорого. Обалдеть. Слушайте, масло растительное. Это что, литр, да? Литровая бутылка 199 рублей. 200 рублей. Масло растительное. Слобода. Что, очумели, что ли? Это специально перед этим Новым годом солоно еще заломили. А такая 110 рублей. Чем она отличается? Это не рафинированная. Я ошибся, не рафинированная, поэтому недорогой. Да, нет. Короче, за 110 рублей можно рафинированную взять. Надо, кстати, не взять его. А такая литровая 140 рублей. Так, что Сайра что-то резко подорожала, когда 145 рублей стало стоить. Вот это дешевая 80 рублей банка. Да. Лавровый лист тут у нас продают. Где-то он там бесплатно растет. Наверное, здесь лавровый лист. Сколько пачка стоит? 18 рублей пачка. Ну, не так дорого. Что? Карта, да? Да. 523? Да. Соус, да, маринад. Я курицу, да? Ладно, берут немного там, курицу. Он одинаковый, да? Да, острый. Пакеты? Да. Не. Вот, да? Сколько было? Карта, да?
гранат стоит? 350. Курьма? 240. 240. Орех грецкий есть, нет? Закон процентов. 240, да? А это что такое? Грейпфрут, да? Пять, да? Интересно. Немного закрыться. Надеть рукавицы. Так, вот умная установка, пожалуйста, установка. Время видно, сколько до автобуса. Крытый рынок. Остановка. Шестерка через 2 минуты, семерка через 6, восьмерка через 7 минут. Мне было на тот еще магазин попасть. Тока называется, он через дорогу. А тут светофор вон в той стороне. Светофор. Так. Сюда еще зайти. Здесь что интересного есть? Это в этом магазине. Ну, видали, как у нас все сгустилось. Все. Здесь это туман какой. Какой туман. Тут еще машины, все. Здесь вот торговые центры, скрытый рынок. И куча, короче говоря, машин, транспорта, вообще ужас. Сколько. Молочко купить, наверное, надо. Здесь и молочко такое недорогое, не молоко. Свободный. Многоразовую тележку ложим. Ложим сюда. Дайте-ка я там почитаю. Что делаешь? Ну, прогулка по городу. Да. Я ходил, короче, тут стримил, у меня телефон вырубился. Кстати, Сбердоставка есть в этом магазине. Стримлю. Что делать? Стрим уже как наркотик. Не постримишь, плохо себя чувствуешь. Надо, конечно, качество улучшать, но это такая ерунда с этим самым, что во время стрима стабилизатор не работает. Это, конечно, плохо. Что тут есть? Так, а здесь растительное масло. Ой, тут вообще 215. Обалдеть. Это дороже на 15-16 рублей, чем больше-меньше. Вот это вот нерафинированное масло. Там 199. Обалдеть. Дорогой магазин. А Sunny Gold стоит рафинированный 174. Трэш. Трэш.
Контракции. Какао золотая ярлык. Тут такой черный сахар. И что за сахар такой непонятный? Черный. Он говорит, нифига не сладкий. Вот. Так, вот что у нас пшеничная. А вот здесь по 34 рубля, по 28. Ну-ка. Что-то цена что-то не высокая. Бананы Эквадор по 99. Вот они сгнили бананы. Вот. Сгнили. Теперь они гнилые бананы пытаются продать по 100 рублей килограмм. Ой, блин. Черные они уже, мягкие. Обалдеть. Обалдеть. Помидорки. 44 рубля. Что здесь? Тут даже ананас есть. 208 рублей. Что с ним такого, не такого? Ну, вообще ждет он сильно ждет. Айва. 23 рубля. Лайм. Совсем они пытаются лучше продать. Я бы выкинул, они продают. Так, такие фрукты. Киви 411. Грибы 544. Шампиньоны. Редиска 218. Недорогая. А, пучок. Пучок. Сколько? Капуста. Салат Айк 605 рублей. Что за капуста? Не капуста. Это что? Помело. Заморозочка, клубника 225 рублей. Взять клубники, что ли? Я возьму на это. Так, можно пакетик взять. Сделаем пакетик. Более-менее она выглядит. Удобно. Двойной пакет, чтобы не порвал. Это лежит, пока не вешаю. Так, этот пакет вообще открывать, это вообще мучение, конечно. Они такие, блин, дура. Оторвешь его и потом начинаешь этот расщеплять его. Через маску плохо дымит. Плохо дымит через маску. Размеры сидят здесь. Беру.
Клубничное варенье. Все. Так, а где ты делаешь? А, вот. Сейчас завяжу и потом положу. Еще. Ну, неудобно пакет идти. Двойной пакет. Давай, давай. Двойной пакет я сделал, кстати. Двойной пакет. Клубника. Где клубника? Сейчас взвешиваем. Клубника замороженная. 225 кило. Кило 200 получится. Вот отсюда вырезать. Мало. 271. А сколько я? Получилось кило 200. У меня 271 рубль. За кило 200 клубники. Даже мороженое. Где там корзинка была? Баранки всякие. Сильно дорогие, что вот эти вот стали печенюшки всякие, 350, 450 курабье. Ё-моё, курабье 460 рублей килограмм. Вот берите, овсяное печенье 437 рублей килограмм. Думаю, все, сейчас с зубу рухнули, что ли? Пахнет такие. 225, 54 рубля. Подвойное молоко. А есть вафли такие же 461 рубль. Ангурец. Сахар 5 килограмм. 409 рублей. Это сахар такой дорогой. Все разъедает на филу, курицу, тушку 239. А то с печеньем целого отрава американского галис, вот это 140 рублей двухлитровая, липы. Трава. Набор подарок. Это бутылка шампанского. Не знаю, взял животное, да? Бутылка 50. С детства. С алкоголем. Как-то неправильно. Шампанское. Так, сказали, надо минеральную воду без газа. Где ее взять? Минеральную воду без газа. А, вот есть вода минерал 0,1 литровая, 121 рубль. Мне что-то дорого. Так, вот еще Байкал черноголовка 125 рублей. Чем это литровая? В стекле она, в стекле. Для розыгрыша. Имбирный. Семь, 9 литров фанта. 9 литров. А соки почем? Добрый, 186 рублей. Двухлитровая. О, есть этот грузинский лимонад.
67 рублей. 67 за бутылку. Ну, вкусно, но что-то за такие деньги брать не ходим. Так, наличка. Карта? А? Карта. Сколько там получается, вы мне не сказали? 370. 370 рублей, да? Пакетик многоразовый. Березон, колодец. Это... А, смотрите. Там, да? Помидорки могут померзнуть. Выходим. Там человек с юга из тепла вот вынужден, чтобы денежку заработать хорошую. Вот в таких условиях они приезжают и живут здесь, торгуют. Ну, у них тут типа вахтовый метод, конечно. Вахтовики приезжают, денежку зарабатывают тут и уезжают туда к себе на юг, и там покупают квартиры. Ух ты, а тут елку зажгли. Смотрите. Елка, это крытый рынок называют. А также здесь магазин «Дружба». Красная звезда. Хозтовары, инструменты. О, смотрите. Елочка. Вот такая вот елочка. Рядом с крытым рынком магазин «Дружба». Зайти посмотреть. Ну, это дружба, китайская дружба. Тут вот раньше за этим прилавком все время торговали рыбой. А сейчас не стало. Так, все, заходим. У меня уже руки, я рукавицы не одел. Красная дорожка. Такая вот шикарная. Шикардозная. О. Смотрите, все замерзло. Все замерзло, смотрите. Это снег иней, все покрылось. Оп, закрылся. Хорошо.
Голова нехорошая, сердце. Первый этаж, цветочный направить. А, здесь цветы продают. Ой, блин, скрытый дом заходит. Тут батарея хорошая есть. Возле нее можно погулять, постоять. Все, что надо убрать. Смотрите, сколько регистров здесь. Труп. Теплая. Ой, хорошо, как хорошо-то. Можно руки погреть. Так, кто что пишет? Чат. Правда, что коды отменили в Якутске? Да, что-то говорят, сегодня слышал я. Проходил, сказали, отменили коды. Вот эти при входе в магазин сказал мне этот. Там, когда я заходил. Работает, да? Вы видите, что осталось от скрытого рынка. Ничего не осталось. У них вот тут, короче. А, закрывается, да? А второй этаж работает, нет? Работает? А, работает. Вот рынка осталось. Капуста по 90 рублей. А, капуста по 90, да? Капуста 90, ну вместе. Капуста 90, картошка 90. Ну, все понятно, Новый год. Здесь какой-то магазин дружба. Это сколько здесь сезон такого сорта, а? Сколько здесь Санта-Клаус? Тут много погоды. Нет, заработаю. Акция. 500 рублей такая штука стоит. Новогодние всякие штуки. 239. Гирлянды. Шары. Чудо-шары. А это что такое? Это как она? Гирлянда вот эта. Гирлянда, да, такая? Это леночка. А длина какая? 2 метра, да? Это написано. Что-то Да, 2, да, да. 2 метра, да? Да. 2 метра. А ее куда-то приклеивают, да? Да. Это батарейка вот эта. А, с батарейками. Да. А. Да, сюда детскую вот такую. А, это для 220, да? Да. А, подороже стоит. Да. А это набор, да, такой? Видите? Рынок столичный, здесь намного теплее. Цены. Ну тоже цены. Кускус 6800. Почему нет? 3900, 1,2 метра такая вот. Это цельная, летая называется. С шишками. Такие. Одежда. Так, мне варежки надо было, кстати. Ну так, ну, потеплее. Типа вот такие сколько стоят? 519. Кожаные. Под кожу, конечно. Не кожа. Вот такие вот. Сколько?
интересует. А это сколько стоит? Это 319. 320 рублей. Да. А, понятно. А вы уже закрываетесь, да? Да. А, уже, да? А, поэтому. Да, ладно. Люди закрывают. А тут сколько нужно? Так, сколько одежды надо? Так, вот такие штаны мне надо было. Сколько такие стоят? Теплые штанишки. 2049 рублей. С подтяжками, да? Ага. 1900, 2000, короче. Ну, какая Колумбия даже есть. 2500. Так. Инструменты. Инструменты, да? 4000, дорогая. 4000. Нет, это тут. Так, всякое тут довольно. Продают. Смотри, что такое. Часы, клеенка для машин. Какие-то штуковины. Конечно. И даже эти наголовные есть. Это массажер такой. Массажер. Массажер. Нет, иголки. Тут зубные палочки есть. А ушные палочки. А это что такое? Помнож на стене. Разные помножи для украшения. Картины, что-то помножи. Вот это все. Ну это завтра, если идти, туда. Олежка. Снеговик. Вот 2000 рублей стоит. Дед Мороз есть. Зубная паста даже есть. Доместос, сода. Вот. Картины какие. Так, игрушки. 3200. Это 1,5 метра. Цельная елка. Цельная летела. Такая вот более. Может, уже хватит, выйдешь? Что ты там? Что ты делаешь? Ровно 5 минут. 5700. Такая вот. Ямки по 200 рублей. А она как эта елка выглядит разобранная? Она собирается, да? Да. Она из двух частей, да? А, Так. вот как. Да, Ну, да, понятно. А по веточкам нету такого, да? Чтобы это, то есть это коробка привычная. Вот теперь мы все вместе. Ладно, А, я же посмотрел, елки хотел смотреть. Поздно пришли. Костюм Деда Мороза есть. Так что вот что осталось от, смотрите, открытого рынка. Ничего нету здесь. А раньше здесь прилавки были. Тут вот эти магазины какие-то остались, но они уже. А там еще цветочный отдел остался. Туда дальше проходить. Ну вот такой вот тут Дед Мороз надувной. Так, все. Тут что? Можно тут, короче, рукавички одеть, да? Ключики делаю здесь. Так,
Капюшончик. Капюшончик, капюшончик. Ручки. Вот тут, короче, китайский рынок. Кому надо что-то с китайского рынка, можно туда не ехать, на столичный, да? А вот здесь магазин под названием «Дружба». Советско-китайская. Российско-китайская. Вот смотрите, все замерзло. Все замерзло. Ой. Ох. И вот тут, смотрите, елка. Елочка, маленькая, елочке холодно зимой. Помните, такая песня была? Из лесу елочку взяли мы домой, срубили и привезли елочку. Потому что ей холодно было зимой в лесу. Поэтому ее надо срубить и привезти. Но это, конечно, не натурально, это синтетика. Естественно. Вот магазин «Дружба», приходите. Красная дорожка вот такая вас ждет. Да, что-то ничего открытого рынка уже не осталось. Я смотрю, прошелся, сейчас тоже торговые центры, многие пустые. Пустые, просто пустые. Просто пустые. Вот такая вот беда. Коронавирус, кризис, но машин очень много. Люди зачем-то же приезжают туда. Вот. Toyota какая-то старенькая, легавенькая. Так, а что сколько у вас времени-то? Я что-то не посмотрел на время, сколько времени. Ну вот это торговый центр Гранд Сити. Тоже он до 8 часов, да? А сколько вообще времени я хожу-то, а? Время еще не посмотришь. Может, не 8 часов? Сколько времени? 19 часов 20 минут. Еще полчаса и закрыть. Еще тут пройдем. Да, возьмите кабинетчика. Сразу не трогайте. Тут ничего не происходит. Такая цивилизация. Не знаю, как у вас качество там. Сейчас ведущие сообщения. Смотрите канал Крым глазами. Они хорошо Ялту показывают. Они местные. Да, смотрю. А у нас в Ялте опять снег валит с утра. Да, я сейчас только видел стрим Михайленко. Он ходит, стримит прямо с набережной Ялты. Михайленко, значит, вот там все в снегу. Это просто ужас какой-то. Слушайте, такого вообще не было. Еще, конечно, даже 5 лет назад столько, по-моему, снега не было. Да. Посмотрю сегодня, Олег. Таких перчаток пальцы сразу отвалятся при наших. Да, там тонкие такие. Пятничного, видать, буквы уже во рту замерзли. О, а что, закрыто? Закрыто. QR-код. Они уже закрылись до 8 часов. А у них все, что-то у них торговля кончилась. Торговля кончилась и все, да? Ё-моё, бля. Короче, тут по 100 рублей было. Вещи набирали целыми вот этими корзинами такими. Были в хенде. Но уже фигня всякая осталась. А когда он откроется-то, а? Завтра с утра пойти. Тут я смотрю, новый товар какой-то, что ли, они завезли. Мегафенда. Бывают хорошие, тут хорошие вещи. Европейское качество. Я взял рубашки за 400 рублей получаю. А, нет, 300 по 300 рублей.
за 290. И, короче, там в очень хорошем качестве. Ткань такая плотная, прочная. 290 рублей рубашка. И, ну, они причем, ну, незаметно, что лучше ничего. Так, это книжная книга. Так, ну там тоже всякие магазины. Ну, промтовары здесь. Вещи, барахло. Кстати, здесь туалет, здесь. Вот в этом месте туалет, кому надо. Вот как они расписали, смотрите. Это у них это целую стенку в книжном маркете расписали. Видали, да? С Новым годом. Украсили все так цивильно. Подарочки здесь бесплатные. Приходите, берите подарочки. Вот коробочки с подарочками есть. Ух ты, смотрите, она какая шикарная. Это куда в таком ходить? На дискотеку? Дискотека. Мегахенд. Короче, что-то они делают. Может завтра с утра прийти. Может вещи хорошие будут какие. Да, действительно, тут реально хорошие вещи. Ну, конечно, не в последние там дни продаж, когда уже за копейки все это продается. Надо идти, пораньше. Тогда можно взять что-то хорошее. Если у вас еще обычный, типичный размер, тоже надо раньше брать. А то эти все остаются либо большие размеры, такие гигантские, всякое вытянутое. Так. Либо всякая фигня там уже такая, знаете, которую можно в качестве половой тряпки использовать. Но все равно люди скупают, просто вот когда по 100 рублей было за вещь, да, там они набирают этими корзинами. Я чуть не обалдел. Так, вот видно, да, этого нету человека, который сидит и ходит, проверяет. Ну, хорошо, за неделю отменили эти расходы. Это замечательно. Люди же не все такие привитые есть. Поэтому пускай ходят, покупают. Что новогодний праздник портить людям? Так, подождите-ка, я сейчас это одену рукавицы. Так. Рукавицы. Смотрите, а машин-то еще дофигища здесь. Вот сколько здесь машин. Ну, я хотел еще в Токо сходить. Он через дорогу. Там надо по светофору переходить. Тут улица опасная, надо только по светофору. Широкое четырехполосное движение. О, Сбербанк приехал. Инкассация. Пожалуйста, за денежкой. Дневную выручку забирают. Вот они. Сейчас как раз так. О, а тут убрали. Забор же был здесь. Куда его убрали? Сейчас уже машины просто заезжают туда, конечно. Вот здесь переход. Вот кнопка «Ждите», но она это самое все время горит. Тут, короче, он не работает вот этот переход. Просто надо ждать. Просто ждать надо. Ну, загорится, нет. На моей улице праздник будет. Да, там я конкретно что-то вообще в этом году вообще трешак. У них там наводнение было в июне, вообще капец, там все там у них разворотило. Все разворотило. Вот это наводнение с гор-то все, что спустилось, все с этих горных массивов, вода. А там Дерекойка и это Учонсу, речки две. И вот они такие полноводные стали, что
просто ужас. Там столько камней, столько всего там, грязи и так далее. Разворотило там все, вот эти вот мостики посносило, которые были через речки, ага, значит. Конкретный трэш. И вот сейчас еще снег там уже, это получается, какой день-то? Он уже получается не первый день идет. Ну, говорят, там плюсовая температура якобы. Поэтому пальмам вроде бы как не опасно. Пальмам. А так, конечно, могут пальмы даже померзнуть. Если раньше в советское время их, говорят, укутывали, ну, в ткань заворачивали пальмы. Сейчас что-то не делают. Ну, плюсовая, не должны померзнуть. А то как Ялта без пальм, представляете? Приезжаете в Ялту, там пальмы. Ну-ка. Звонок работает. Рублей. Там не такие невкусные, пробовал. Нифига не вкусные эти мандаринки. Они какие-то кислые. Мне больше нравятся классические. Вот эти вот какие-то они мелкие. Банан почем? Банан у нас 175 рублей килограмм. Банан 175 рублей килограмм. Ого. Лук почем? Так, лук 81 рубль килограмм. 81. На 10 рублей дешевле, чем там, я смотрю. Так, а что, картофель? Картофель. Сколько? Нифига не прочитаешь, пока не повернешь. 100 рублей кило. 100 рублей. 100 рублей картофель. Такая вот точно. 100 рублей 40 копеек стоит. Какой-то 20 килограмм, а тут дешевле. 200 рублей. По 200. Круп 900 рублей килограмм. И круп, он же подставной. До 60 килограмм. Купим, пожалуйста. 900 рублей килограмм круп. Стоит. О, открытки разные. С днем рождения. Шоколад. Акция. Сколько? Не вижу. Нифига, 94. Так, молочко надо вот это прикупить. Видите? Молочко. Молочко. Так. Вот тут тоже елки продаются. Почему елки? Бесценная елка. Так, тут то же самое все. Мед, да? Мед разный. Здесь. Который не может быть и не мед. Мед, который и не мед. Есть такой. Его что-то делают. Там даже пишут, что там меда нет. Так, масло растительное. Да. 148, 150 рублей, 140. Одуреть. Так, на сахар надо подкупить. Сахарок
Сахарок. 40. А, это мука 42. Здесь, ух ты, какая мука льняная даже есть. Что из нее делать? Так, 63 рубля кило у нас сахар. Возьмем кило сахара. Без сахара никуда в нашей жизни. Жизни нет без сахара. Так, мюсли 700 рублей. Нафиг. Мюсли. Без мюсли обойдемся. Чай тыс 200 граммов 260 рублей. Статики всякие. Еще можно обойтись. Основные продукты смотреть, сколько стоит. Тортики, все это евангелистика. Без них можно прожить. Даже говорят, что торты не вредные, там потом цимозу ложат. Цимозу, колбасы разные. 500 рублей килограмм вареных. Сюда дорогая-то 400 рублей. Дорогая. Я вон в Скифе купил сосиски за 250 килограмм. Нормальные сосиски. Копченые такие. На костре. Вкусненькие. Так, майонез. А вон что-то какой-то майонез есть. Хороший, выгодный цене калорий. 30 рублей, да? Парочку взять. Это получается, или вот можно вот это даже. Вот, парочку. Калорий. Ой. Так, а масло у нас 104 рубля. Такая пачка молочной дождик местная. Там 180 грамм. Яйцо мы купили, просто оценила сейчас. Сбагриваю 100 рублей первый килограмм. Первый сорт белореченская. О, ну, блин, очень фиговый. Одно яйцо 10 рублей. Так, американская трава сколько здесь стоит. Кока-кола, без которой у нас люди жить не могут. 140 рублей двухлитровка. Такими большими партиями кока-колы, потому что людей приучили к ней, и они уже не могут без нее жить. Особенно молодежь подсела. Дорого. Я вон по 65 рублей купил свежемороженую сливку. Нормальная. 300 с чем-то кило. Чем овсяная. 90 рублей. 300 грамм. Чипсы, зеки. 50 грамм, 50 рублей. Это вода, которая не вода, химическая вода. Недорогая, она по 40 рублей за бутылку 2 килограмм. Ну, пить невозможно. Ну, это тяжесть химическая. Вот. Ничего натурального нет. Вот такое. Приклеилось 250 рублей. Ром, не будем их потом видим. Алкоголь, все это видно. Алкоголь. Ничего еще не надо было.
энергетиков. Смотрите, сколько энергетиков. Тоже воздушные союзы получили энергетиков. Они немного выдвигались. Так, это тоже тушенка, не тушенка. Кетчуп. Кетчуп мне очень много. Это соевый соус крабовый. 500 миллилитров. 130 рублей. Вот такая вот штука. 130. Крабовый. Блины. Блины у них никто не покупает. Они долго лежат. Портятся. Потом они еще хотят продать их не так уж и дешево. Все, понятно, выходит. А здесь брусника 300 грамм 170 рублей. Тоже дорого. Смесь компотная 300 грамм 59,90. И где она? 50 рублей. 50 минут. Это что ли? Непонятно, что внутри в каком состоянии. Это какая-то интересная. Видать, она у них перемерзла, таяла, морозилась, и получилась ерунда. Это не разговаривать пытается. Кетчуп острый. Такой кетчуп острый. 34 рубля. Хочется иногда острый. Чего-нибудь такого, чтобы жизнь быстрее оказалась не такая пресная. Ну, акции. Это все акция. Акция, провокация. Провокация, акция. Есть игрушки. Вот тут еще интересно нужно глянуть, что здесь в корзинках. Кофе. Вот. Колбаски. Сколько? 48 рублей. Фигня 48 рублей. Вот я побаловался тоже. Колбаска. Погрусь. Их мало. Так, это что такое? Напиток. Сухарики 150 рублей кило. Сушки. Печенье. Фруктило, значит, Компактный то? тут же можно. Ялта Экстримов Михайленко.
Да, да. Я всех смотрю подряд. Я тоже их смотрю, еще другие разные, опять новые. Угу. Ну, сейчас блогеров дофига развелось. Ну, по этой цене, да? 249. А, ну по этой, да, 40, ну 48 рублей, да? Да, ну я по килограмму буду. Ну понятно. Сколько вы сказали? 64. Укладывай. Не упаковывается. Если это сумка вообще уже. Что у меня брен. Получилось 364. Короче, расплатился я. Страшное дело. Ой. Какая тяжесть. Так, я рукавицы-то не видел. Или ладно, наверное, я сейчас стрим уже завершу. Вот этот вам панорамку здесь сделаю. Улица Федора Попова. Ох, Курский такой здесь, вот этот Курская плитка, вообще ужас тихий. Ну что там кто написал, я быстренько отвечаю и завершаем стрим. Вторая часть. У Экстримова стримы из дома хорошие, а вот на улице его как-то не воспринимаю. Но он стримы там, во-первых, в Ялте сложно делать, потому что там горный рельеф, у них сложности как бы вот с этими сотовой связью, качеством, да, понимаете. Поэтому он у него прерывается что-то быстро-быстро. Там куда-то зайдешь и все виснет сразу же. Я тоже их смотрю, еще других разных, и опять новые появились. Да, много там в Ялте блогеров. А у нас в Ялте опять снег валит с утра пуще прежнего. Да, видел, Михайленко ходит, стримит там. Сейчас стримит, нет, не знаю. Пятничного, видать, буквы уже во рту замерзли. Да, ну замерзли, сейчас уже оттаяли. QR-коды, да, ага, QR-кодов что-то нету, отменили у нас, видать, что ли. Ну ладненько, будем прощаться. Ага, 9 смотрит. Вот вам последняя такая якутская погодка. Градусов 45 на улице. Потеплело у нас, было под 50.
А сейчас 45. Ну, завтра какая погода, я не знаю. Ну завтра я, наверное, никуда выходить не буду нафиг. Буду сидеть дома, отдыхать. Если что-то такое сенсационное будет, вдруг, может быть, выйду. Уже я находился за неделю, поэтому, может быть, только если с дома стрим сделать как-нибудь. Посмотрю. Ладненько. Все, вот там вот вдалеке, видите, такое красивое здание. Это Икея наша. Магазин под названием Стокгольм. Шведские товары, короче. Там вот. Я там одну лампу хорошую такую настольную подкупил. Но она сделана из такого металла прочного, не как эти самые все вот. То, что китайская, ширпотреб вот этот. Так, что, все, да? Давайте завершать. Михаленко, только улица, стримы у него скучные. Ну, кому что нравится. А? Но все равно этого Михаленко смотрит там. 1000 человек смотрело сегодня. Вот. 1000 смотрело, и сколько там лайков дофига. То есть дофига у него. Несмотря на то, что у него скучные, не скучные. Но он хорошо делает то, что на эти вопросы пытается все ответить. Там кто что пишет в чате. То есть это, конечно, плюс при его объеме, вот при его количестве подписчиков, да, это он машинально все делает, конечно, это хорошо, что отвечает. Ну ладненько, что, будем прощаться. Сейчас у нас сколько? 8 часов уже вечера. Вот такая вот атмосфера. Жизнь в городе еще не затихает. Вот этот магазин Тока, он вообще, по-моему, круглосуточный, что ли. Поэтому без проблем можно отовариться. Ладно, все, давайте. Я уже все. Всем goodbye. Пока. До свидания. Жильцы